первую очередь хозяйство звонит, получается, РИВЦГ, заказывают бирки, количество сколько нужно. Мы тем самым приезжаем, привозим бирки и показываем процесс биркования. 117 рублей. В комплект входит сул құлаққа біздің визуальный бирка электроля, ун құлаққа электронный шайба электроля. Для визуальной бирки мы используем с пластмассом, а для шайбы, получается, без пластмасса, для удобства хозяйства, так скажем, тому человеку, который производит биркование. Біздің іні, башның артқы яғынан кірешек құлаққа. Чтоб визуальный бирка более крупный, чтобы находился спереди, оңай үшін сізге. Визуальный биркада біздің 9 цифра, һәм QR-код. Электронный шайбада біздің 15 цифра. Шушы 9 цифра повторяться етілі электронный шайбада. Яки міне біздің визуальный бирка юғалса, біз электронный шайба ашатап алабыз. Электронный шайба юғалса, визуальный бирканы можем дополнить. Когда бирковать еткенде, повнимательней, пожалуйста, икі хряш арасына біраз уртағарақ, ішкерек бирковать тірек керек. Все. Болды? Оқалы болды. Да. Ауыртма, қыздар оқатағалар өтеді. Районда үшінші қожалықты алып барлабы етілі. Электронный шайбаның біздің выпуклый часть бар. Шул выпуклый частьны біз іске таба қоябыз, чтоб пазыға лекті. Міне, қарап тұрып. Шушылай. Точно так же игла заходит с стороны затылка. Икі хряш арасына. Ішкерек біркітеміз. Все, болды. Жибар. Әрбір комплектта шундай штрих-код болашақ. Шушы штрих-кодта 15 цифра, ол полностью идентичны, как электронный шайбада. После того, как мы забирковали животное, этот штрих-код мы клеим в ведомость. Бирковать еткештен біз, получается, ведомостно заполнять тевіз. Шушы штрих-кодны біз клеим идентификационный номер деген жерге. Міне, ябыштырдық. Бір строка, бір хайван. Бір ведомостьта 17 хайванны регистрировать етіп бола. Екінші яғында тоже бар аның міне, 17 штук. Заполнять тевіз. Крупнорогатый скот. Пол какой? Мужской, да? Женский мы? Женский пол. Дата рождения қашан бұл животно? 26.11.20 год. Кличку пока прочерк ставим. Порода. Холмогор, Галаштин, выпуском. Галаштин. Мазь черно-пестрый. Бу ведомость, кем бирковать и теж унарда хранится, хозяйство да на месте. После того, как забирковали, по закону ветеринарии в течение суток нужно, получается, забирковать животное. Забирковали, внесли данные в ведомость. Шуши ведомость валянанары. Закрепленный человек, хозяйство, да, кем ведет учет, кто пишет, меня селиксларны, камабара, меркурийларны, желательно шукши, брикши, чтобы регистрировать эти цены. Без них дальнейшие действия мы сейчас будем делать предварительную регистрацию животного. В дальнейшем с РГО закрепленный человек, регистратор, в сутки и камертеве крэшек с утра и вечером будет проверять, какие поступили заявки. Грубо говоря, вот сейчас мы, забирковав и внесем данные, получается, животного, в РГО уже отобразится то, что поступила заявка на регистрацию животного. Они подтверждают регистрацию животного. И только после этого, получается, программа, да, будет высвечиваться животное. Программа работает только Яндекс браузер, да. Почему? Потому что сервер находится, портал Регагарный Яндекс, да. Все базы данных хранятся там. Поиск Яндекста, Язабас, 16 Регагра. Каждое пошаговое действие. Смотрим внимательно. Выбираем самую первую национальную систему учета Кребзанда. Как я уже говорил, у каждого будет личный кабинет. Входим в личный кабинет. Пишем логин, пароль. Әрбір қожалықтада мәжбүри болады. Әр қожалыққа мәжбүри кіртілешек. Әрбір тірлікке башы. Ана енді частный секторға да кіртірге планаштырабы шушай бірләні. Для чего это нужно? В первую очередь это чистота животного. Второе это движение животного. РГВО года большой плюс и хозяйство года большой плюс. К примеру, чистота животного. В дальнейшем, после обучения, сотрудники РГВО будут вносить в эту программу госветмероприятия. Туберкулез, ящурдан, шунды серьезные заболевания лардан, которые, получается, бесплатно выдается государством.
Это нужно для того, чтобы Госветслужба знала, какое количество конкретно и сколько животных, где сколько находится. Точно так же хозяйство, руководитель хозяйства может контролировать сотрудников РГВО. Отсканировав животное, на обычный телефон можно скачать с Play Market на Android программу Регагра, оно бесплатное. Может любой человек отсканировать QR-код из бирки, посмотреть электронный паспорт животного. Шуши номер присваивается при рождении животного, и оно остается за ним до смерти. После смерти еще 20 лет этот номер не используется. По поводу движения животного. Если мы, грубо говоря, продаем животное куда-нибудь в Владивосток или Алтайский край, любой другой регион, номер остается тот же у животного. Меняется только форма собственности. Хозяин меняется. Это все отображается в программе. В дальнейшем отчетлар, нелярмина, то, что хозяйство раздавать РГВО, дан сдавать сельхозуправление дан сдавать, это сократит рабочее время. Министерство будет видеть, грубо говоря, сколько, какое количество поголовья. Отчеты не нужно будет сдавать. 24-й форма манда РГВО сдавать, это тоже потом уменьшится. Вот в данный момент нужна как раз эта ведомость. Біз қазір міне хайванға номерны присвоили, шушы штрих-кодны, эрфит номер мы вносим в базу. Это племенной ма? Yok. Нет. Если племенной, ставим галочку. Ветеринар закрепленный. Кто за хозяйством закрепленный ветеринар здесь? Hüseyin. Evet. Zafika Firdus. Второй. Средство маркирования ставим смешанное, так как на одно ухо визуальный, на второе получается электронный чип, беспривязный. Так. Сохраняем данные. Упала заявка в РГВО, и закрепленный человек, регистратор, должен будет зарегистрировать это животное. Бесхазар прям, я от их имени зарегистрирую одно животное, и мы потом покажем, как считывается и как показывается электронный паспорт животного. Шуше хозяйство, да, первое животное успешно зарегистрировано. Грубо говоря, в дальнейшем можно будет при помощи или сканера, или КПК, или обычного телефона отсканировать, подойти к животному. Давайте подойдем. Желательно, конечно, чтобы был интернет. Не то чтобы желательно, а важно, чтобы был интернет. Да, поэтому хозяйство, да, интернет, ну, все данные, то, что мы заполнили, и в дальнейшем, после того, как сотрудник РГВО будет обучен госветмероприятием, все это будет отображаться на электронном паспорте животного. Все данные будут там. Вот маленький пример. Грубо говоря, теленок выбежал куда-то на дорогу, машина сбил его, да? Раньше как было? Никто за это ответственность не несет. Любой человек, скачавший Регагра приложение в телефоне, может отсканировать и уже может предъявить хозяину то, что вот так-то, так-то животное принадлежит Симаденковой. И все госветмероприятия будут отображаться как в электронном амбулаторной карте животного.